Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему, что совсем скоро проявится и станет явным для вас. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим, что проявится, что станет явным для вас. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, что же проявится? Чувства проявятся. Чувства. Кто-то проявит к вам свои чувства. Причем здесь будет не просто проявление, а с доказательствами. Да? Человек не только скажет: «Я тебя люблю, я тебя ценю, ты мне нужна», но и предоставит вам какие-то доказательства. Человек тащит к вам огромную чашу доверху, наполненную чем-то хорошим, нужным, важным, позитивным и, например, добрым для вас. Прям бедненький старается, несет вам эту чашу. Ну, допустим, что это может быть? У вас какая-то проблема, да, какая-то дилемма, вам помощь нужна. Приходит, значит, герой без страха и укора, начинает вам там всячески помогать и для вас делать, и потом вам говорит: «А я тебя люблю, да, и я это делаю, потому что тебя давным-давно люблю. Вот, прими меня, либо дай мне шанс, дай мне шанс». Да, хорошее, очень хорошее предсказание. Смотрите, с левой стороны. Этого человека вы знаете. Причем знаете, наверное, таки давно знаете. Для вас это будет такой неожиданностью. Вы еще и помощь получив, начнете думать, да, зачем мне помогать, с какой целью. Может быть, потом что-то с меня спросит, попросит. Окажется, потому что любит. Потому что давно любит. Давно о вас мечтает. Но это хорошо, это приятно, да, пусть отыграется у всех, и пусть всех это порадует. И, пожалуйста, ребят, не заморачивайтесь. Человек ни на что не претендует. Если вы согласитесь, просто идеально. Если не согласитесь, так и останетесь друзьями. Человек все равно будет вам помогать, что-то хорошее, позитивное для вас делать. Потому что любит, потому что это стремление его души. Здесь все нормально, никаких проблем точно вам этот человек не создаст. Дальше, что проявится? Проявится корень проблемы. Есть какая-то ситуация, которая постоянно из раза в раз повторяется. Либо ситуацию, которую невозможно разрешить. Вот вроде как вы эту верхушку срезаете, а она опять прорастает. Срезали, опять прорастает. Есть корень у этой проблемы. Есть самая вот эта, знаете, как нулевая ситуация, которая привела к этой проблеме. И вы, потратив очень много времени, потратив много сил, никак не смогли эту ситуацию разрешить. Выходит корень на поверхность, вы понимаете истоки, да, откуда это все пришло, и понимаете, с чем нужно бороться, как нужно это делать, и побеждаете. Мне кажется, что эту проблему вам кто-то искусственным образом постоянно создает. Кто-то. Да, чья-то злая воля, либо чья-то глупость, да, глупое отношение, поведение. Как лицо есть у этого корня. Лицо, имя и фамилия. Да, имя, фамилия, отчество. Но ничего, вы скоро все узнаете, совсем разберетесь и завершите эпопею длиной там, несколько месяцев, а может быть даже в несколько лет. То есть окончательно искорените эту проблему. Окончательно и бесповоротно. Так, чуть дальше, с правой стороны. Здесь у вас как заводная игрушка. Знаете, вот раньше были игрушки такие, их так ключиком заводили, они там ходили, либо там лаяли, что-то делали. Вот и у вас такая заводная игрушка.
Это кто-то к вам так относится, у кого-то к вам такое отношение и восприятие. Очень некрасиво, очень нехорошо. Кто-то не считается с вашими чувствами, да, не понимает, что вы живой человек со своими запросами, интересами, со своими мыслями, со своими ожиданиями. Вот вы столкнетесь с таким потребительским отношением к себе. Причем вы этого в упор очень долго не замечали. Вам казалось, что, наверное, вот такой темперамент у человека. А кажется, что человек просто вами играл. Играл, когда нужно, заводил вас, да? Когда не нужно, вообще о вас забывал. Здесь очень похоже на какие-то взаимоотношения, либо родственного характера. Да, есть такие родственнички, да, которые любят попользоваться своими кровниками. Да, когда нужно, вспоминают, что вы родственник. Приходят, говорят, ты же мне родственник, ты же мне сестра, либо ты же мне брат. Да, а когда не надо, когда у них все хорошо, вообще и знать не хотят. Либо человек, который морочил вам голову в плане любви и взаимоотношений. То есть, когда ему скучно, он вам позвонил, он вас куда-то звал, приглашал, либо сам к вам приходил. А когда у него там другие интересы были, он вообще напрочь о вас забывал. Вот, да, жесткая реальность, да, вы с этим столкнетесь, но это во благо, во благо. То есть понимание проблемы, понимание, да, вот истинного отношения к вам уже развязывает вам руки. Уже вы на законных, как говорится, правах можете от человека отстраниться, запретить вам звонить, писать и появляться на глазах. Знаете, обид меньше станет в вашей жизни. Просто ни на кого будет обижаться, да? Ни на кого. И опять же, отстоите себя, защитите свою честь и свое достоинство, не позволив относиться к себе как вот к этой игрушке, да, заводной игрушке. И еще что станет явным, что проявится. Здесь какая-то женщина имеет к вам очень много претензий. Много претензий, много обид на вас. Вообще вы в ее глазах виноваты во всех бедах нашего с вами мира, нашей Земли, да, нашего земного шарика. Вот что бы где ни случилось, всегда виноваты вы. Либо она всем говорит, что виноваты вы. Эта женщина очень такая подленькая, у нее очень скверный характер, хотя она всегда пытается носить вот эту маску идеальной, доброй, душевной, такой открытой. Ну, по крайней мере, да, это ее такой стиль жизни. Прикидываться белой овечкой, а по сути она гадюка, ядовитая, некрасивая, слизкая и противная. Смотрите, с этой женщиной вам удастся стянуть маску. Я вижу, что у вас будет какой-то очередной бой с ней. Бой без правил. Шучу, конечно. Будете разбираться, да, ругаться будете, может быть, выяснять отношения. И она себя выдаст с потрохами. При этом найдутся свидетели, которые это все увидят, услышат. И все, считай, пропало. То есть люди поймут, что она не белая овечка, что она гадюка, что она отвратительный и мерзкий человек. Да, вам удастся снять с нее маску. Удастся, наконец-таки. И это будет началом ее конца. Ей после этой ситуации никто верить не будет. Никто воспринимать ее не будет. Ни всерьез, никак. Люди будут от нее отходить и отворачиваться. То есть там одно за другое, да, как за веревочки будут дергать. Очень много про нее откроется. Очень много негативного, очень много лживого и вредоносного. Она ведь не только к вам так относилась, она и к другим так относилась. Понимаете? Что вскроется, то вскроется. Пусть так и будет. Так, вижу у вас еще мост поломанный, но его можно починить. Два друга, либо два соратника, два компаньона. Вот поругались люди, которые друг другу были нужны и важны, и вообще были идеальной командой. Либо дружба у них очень классная была, добрая, и именно вот взаимная. Да? Вы поругались из-за какой-то мелочи, из-за какой-то ерунды. Оба человека принципиальные, оба характерные, и никто никому уступать не хочет. Вот. Что произойдет? Выяснится, что вам этого человека не хватает, и выяснится, что тому человеку не хватает вас. И какой-то третий человек возьмет на себя ответственность, либо обязанность вас помирить. Это не быстрый процесс, это долгий процесс примирения таких вот строптивых людей.
Но, тем не менее, я вижу, что со временем вот эта задумка вас помирить, она увенчается успехом. И все будет хорошо. Так, еще. Ну, здесь похоже на алименщика. Я понимаю, что не всем подойдет, но вот кому-то четко идет информация. Мужчина, который платит очень скудный алимент, либо не платит вовсе. Выяснится, что у этого мужчины то ли бизнес какой-то, то ли... Но что-то есть, вот прибыль большая к нему приходит постоянно. И вы сможете это все выяснить. Не только выяснить, но и как-то документально подтвердить, да, раздобыть какие-то документальные подтверждения, доказательства. У вас руки развяжутся. Вы сможете подать на него в суд. В суд по установлению, например, новой суммы алиментов, либо большей суммы алиментов. Поверьте, здесь клондайк. Вот. Конечно, алименты — это не самый лучший повод, и, ну да, шутки здесь неуместны, но и тем не менее, девочки, кто не поленится, поверьте, вы можете его так засудить, он вам будет платить и платить щедро. Вот есть у него скрытый доход, и у вас доказательства появятся. Идите сразу в суд, подавайте на него в суд, пусть платит. Так, а здесь тоже не очень приятно, опять же, не для всех, для кого-то конкретного. Аллергия, высыпание, аллергия на что-то, аллергия у человека. И вы, возможно, годами жили и не знали, что у вас непереносимость какого-то продукта, либо, например, там пыльца, да, пыльца. Вы все время думали, что это, ну, типа простуда, либо это вас... не знаю, из-за возраста прыщами обсыпала. В общем, поймите, что у вас на что-то аллергия. Слушайте, на самом деле это прекрасно понять, да, на что аллергия. Ведь вы можете предпринять меры, вы можете это все прекратить, вы можете прекратить свои мучения. Может быть, даже, знаете, как пищевая аллергия. Вас высыпает постоянно, и вы думаете, что у вас такой тип кожи, да, которая воспаляется. Окажется, что вы что-то кушаете, что вызывает это высыпание. Да, вот даже взрослый человек, не подросток. Ну вот прям выяснится. И с одной стороны это радость, да, потому что я могу это прекратить. А с другой стороны удивление, что столько лет прожила и даже подумать не могла, что это аллергия. Но мне вот идет именно как аллергия. Так, совсем скоро выяснится, что вам нужно куда-то идти, ехать, отправляться. Дорога с правой стороны. Дорога, кстати, извилистая, да, не так-то просто. Но, смотрите, здесь четко вы идете, и вот там X, да, достигаете своей цели. Вам нужно это все пройти. Не бойтесь этих поворотов, не бойтесь того, что дорога извилистая. Здесь все нормально будет. Вы и дойдете, и пройдете, и своего добьетесь. Не теряйте время, не откладывайте эту дорогу, не откладывайте этот путь. Он вам по силам. Он вам по силам. И он, кстати, что-то в жизни вашей меняет. Меняет, причем в лучшую сторону. С правой стороны вышла. Так, какая-то женщина ворует птиц. Либо, как знаете, в клетке садят этих птиц. Ну, вот они у нее в клетке сидят. Возможно, кто-то пытается вам весточку передать, а какая-то женщина эту весточку не пропускает. Не пропускает. Ну, допустим, вас разыскивает какой-то мужчина. Он знает эту женщину, он к ней приходит и говорит: я ищу вот вас. Дай мне, пожалуйста, ее номер телефона, либо скажи, где она живет. Она говорит: да, хорошо, 1 минутку. Дает ему неправильный номер телефона, либо дает ему неправильный адрес. Вот как не хочет, чтобы этот человек вас нашел. И это выяснится, потому что этот человек вас таки найдет. Найдет и все вам расскажет, что именно эта женщина водила его по кругу, водила за нос и давала ложную информацию. Причина у нее личная. Причина личная. Отношение к вам, нежелание того, чтобы что-то в вашей жизни менялось. То есть ее все устраивает в вашей жизни. Я не могу сказать, кто она вам. У кого-то даже, может, и мама отыграется. Вот ей хочется, чтобы вы и дальше продолжали жить так, как вы живете. То есть она против этого мужчины, она против, чтобы вы что-то в своей жизни меняли. И поэтому она вот это все делала. Да? Она давала ложную информацию, она не пускала этих птиц в вашу жизнь, не допускала встречи вас и мужчины.
например, да. Ну, если вы мужчина, то, соответственно, женщины. Она как этих птиц задерживала, в клетке сажала. Так, еще встреча. Ну вот она встреча, да, с тем человеком, который вас разыскивает. Вы сначала друг другу обрадуетесь, как старые друзья, а потом что-то произойдет, как искра какая-то загорится между вами, либо, как, может быть, какое-то ошеломительное признание вы услышите, но что-то произойдет. Но встреча здесь 100% неизбежна. Как бы эта женщина ни старалась, встреча 100% состоится. Человек ворвется в вашу жизнь как друг. Встреча неизбежна. Вы этому человеку, кстати, очень обрадуетесь. Так, еще проявится плот, и на плоту стоит мачта, закрытый парус. И вы понимаете, что вам никого ждать не надо, что вам не нужно ждать чьей-то помощи, чьих-то решений, чьих-то отмашек, да, что просто достаточно раскрыть этот парус, и ваш плот поплывет в нужную вам сторону. Знаете, вот это ощущение, что я хозяйка, я хозяин своей жизни. Да, я вас поздравляю, совсем скоро вы это ощутите. Вам никто не нужен, вы абсолютно самодостаточный человек. Зачем вы кого-то ждали? Зачем вы от кого-то что-то ждали? Достаточно было просто открыть парус и плыть в нужном вам направлении. И также такими знаками показывают очень серьезные кардинальные перемены в вашей жизни. Перемены, к которым вы очень долго шли, и вот, пожалуйста, они наступают. Но это будет приятно. Это будет приятно. И да, вы это действительно заслужили. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.